Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Мобильное приложение Банка России теперь может определять некоторые признаки подлинности банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей выпуска 2010 года и номиналом 2000 рублей. Это стало возможным благодаря запуску его новой версии. Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки. Однако разработчики предостерегают, что приложение не гарантирует подлинности купюр. В любом случае, пользователю стоит самостоятельно проверить другие признаки, которые можно определить на просвет и на ощупь. Напомним, Центробанк запустил мобильное приложение в июне прошлого года в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Подходы к реализации указа о социально-экономическом развитии Якутии будут пересмотрены. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев во время совещания по указу о социально-экономическом развитии Якутии. По его словам, многие министерства все еще работают по старинке, когда как нужно работать системно при реализации проектов. Он отметил, что особенно необходимы сдвиги по нескольким направлениям, а конкретно по сельскому хозяйству, производительности труда, креативной индустрии, автоматизации ЖКХ, малому и среднему бизнесу, транспорту, газификации. Также нужно ускорить темпы развития системы среднего профобразования, так как с ним связано будущее промышленности в республике, которая требует свежие кадры уже сегодня, и усилить работу с социально ориентированными НКО и малым бизнесом в районах. На дорогах Якутии полным ходом идут работы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты по региональным дорогам законтрактованы. Дорожные работы сейчас проводятся на 22 объектах. На завершающей стадии находятся 2. Это ремонты автомобильных дорог УМНАС и АМГА. Большой объем работ на автомобильной дороге Кобяй, где находятся 4 объекта нацпроекта. Там завершаются работы по устройству земляного и металлических гофрированных труб. Отметим, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется построить 31 километр автодорог Кобяй и Абалах и отремонтировать 90 километров автодорог Анабар, УМНАС, АМГА, Яна и НАМ. Ремонт в детской поликлинике Нерюнгринского района завершится в 2020 году. До конца текущего года завершится ремонт блока «Б», после чего начнется ремонт блока «А». В настоящее время осуществляется демонтаж инженерных сетей, входных групп и внутренних перегородок, монтаж оконных блоков, подготовка помещений к внутренней отделке. Отделения и кабинеты приема пациентов будут расположены в соответствии с принципами бережливой поликлиники, оснащены современным оборудованием. Нахождение в больнице станет максимально удобным благодаря организации комфортных зон пребывания для родителей и игровых зон для детей. На 2020 год запланирован капитальный ремонт еще 3 медицинских объектов Нерюнгринской центральной районной больницы, блока «Б» больничного комплекса, женской консультации и здания кожно-венерологического диспансера. Сейчас идет работа по подготовке помещений для магнитно-резонансного томографа и центра амбулаторной онкологической помощи. Геологи алмазодобывающей компании «Индиама» и представители Геологического института Республики Ангола посетили производство «Алроса» в городе Мирном. Отмечается, что представители Анголы занимаются поиском партнеров для создания в их стране лабораторного комплекса для разработки новых методик поиска алмазов. В ходе визита ангольской делегации и геологи «Алроса» провели переговоры, где предварительно обсудили детали возможного сотрудничества. Представители Анголы выразили уверенность, что в результате поездки в город Мирный можно ожидать в скором времени подписания трехстороннего соглашения между Геологическим институтом Анголы, «Индиама» и «Алроса». Отметим, что «Алроса» и «Индиама» являются соучредителями крупнейшей в Анголе алмазодобывающей компании «Катока». В продолжение темы компания «Алроса» реализовала бриллианты на $3 миллиона США в Нью-Йорке. Всего компания реализовала 20 бриллиантов общей массы более 140 каратов. В частности, было продано 8 драгоценных камней стандартного цветового ряда и 12 бриллиантов фантазийных цветов. Последние были представлены в основном оттенками Fancy Yellow и Fancy Intense Yellow. В тендере приняли участие 29 компаний, представителей алмазно-бриллиантового рынка со всего мира. Победителями по разным лотам были признаны 11 фирм. Организатором тендера выступило подразделение компании филиал «Бриллианты Алроса». Следующий тендер в США планируется в ноябре 2019 года. Также осенью пройдут торги в Израиле, а в сентябре компания проведет традиционный большой тендер на бриллианты в Гонконге. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.